позволяло, так сказать, препятствовать большинству актов к непринятию, даже если было отрицательное заключение. А в настоящий момент этой процедуре все больше и больше внимания уделяется, и при подготовке заключений по оценке регулирующего воздействия идет большая доработка практически всех нормативно-правовых актов, принимаемых на федеральном уровне. С 2011 года данный институт уже начал распространяться на уровне субъектов Российской Федерации. В Новосибирской области мы начали этот эксперимент в конце 2012 года. Но стоит отметить, что помимо устоявшегося уже термина оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, есть еще два небольших таких термина, как это экспертиза уже действующих нормативно-правовых актов. Данный механизм позволяет проверить уже по похожей процедуре на предмет необоснованных административных процедур, необоснованных издержек для предпринимательства, для бюджета, уже действующие нормативные правовые акты и выработать какие-то совместные предложения по доработке. На федеральном уровне эта процедура, так сказать, набирает уже обороты, и ряд нормативно-правовых актов уже изменен после данной процедуры. И еще один механизм также есть, это мониторинг применения тех нормативно-правовых актов, которые прошли процедуру оценки регулирующего воздействия, были приняты с учетом замечаний, предложенных экспертным и предпринимательским сообществом, либо без, и уже, так сказать, проверяется по факту, правы ли были эксперты, правы ли, когда выдвигались предположения о том, что это может сказаться негативно на предпринимательском сообществе, либо же правы были представители органов власти, которые принимали это замечание, либо наоборот их не принимали. Вот. Также появился, так сказать, ранняя оценка регулирующего воздействия. Это оценка не самого проекта уже подготовленного, а именно идеи, концепции правового регулирования. То есть это когда возникает необходимость, потребность в каком-то регулировании какого-либо вопроса, и уже до разработки проекта нормативного акта идет взаимодействие с экспертным сообществом, с предпринимателями на предмет необходимости и возможной эффективности либо неэффективности каких-то негативных последствий для предпринимательства уже на этапе возникновения этой идеи, чтобы не тратить энергию и усилия на разработку того, что изначально будет неэффективно и будет предполагать за собой затраты среди предпринимателей либо со стороны бюджетов различных уровней. Но хотелось бы отметить, что уровень все-таки регулирования федерации на порядок выше, чем субъектов, и тем более органов местного самоуправления. Для органов местного самоуправления данный институт будет внедряться в 2015-2017 году в обязательном порядке. Поэтому те акты, которые в Новосибирской области проходили оценку регулирующего воздействия, они в большинстве своем не несут таких прям объемных воздействий, последствий для предпринимательства. Ну, наверное, за исключением как раз вопросов, связанных с розничной продажей алкогольной продукции, в том числе и пива. Хотелось бы отметить, что буквально на днях как раз прошла оценка регулирующего воздействия проекта нормативного акта по запрету продажи пива, пуаре, медовухи, вот я сейчас, может быть, не совсем корректное название говорю, как раз в точках общественного питания площадью менее 50 квадратных метров. Вот. Ну, мы обсудили данный вопрос на экспертном совете при министерстве, который создан по оценке регулирующего воздействия. Большинство экспертов его поддержало. Вот от предпринимательского сообщества никаких замечаний, предложений, оценок не поступило. Вот. И хотелось бы отметить, это на уровне федерации, наверное, такой особой проблемы нет, но на уровне большинства субъектов такая проблема существует, как низкая активность предпринимательского сообщества. Ведь оценка регулирующего воздействия, как и экспертиза действующих актов, это один из таких наиболее значимых инструментов, который дается именно предпринимательскому сообществу для влияния именно на этапе принятия решений, не на борьбе уже с последствиями принятых решений, а именно когда принимается, есть возможность безболезненной доработки акта, проекта, еще акта, либо в принципе оставить
регулирования на том этапе, на котором оно существует на данный момент. Если есть вопросы, я готов. Еще хотел бы добавить, что Министерством экономического развития Новосибирской области заключены соглашения с наиболее крупными предпринимательскими ассоциациями: «Опора России», «Деловая Россия», торгово-промышленная палата Новосибирской области. Вот. Поэтому мы стараемся через них также проводить оповещение предпринимательского сообщества, проводимые оценки регулирующего воздействия. И мы периодически направляем им, если у нас есть время, тех актов, которые приходят из Федерации нам на учет мнения субъектов. Ну вот, еще раз хотел бы отметить низкую активность предпринимательского сообщества. Я всех призываю участвовать более активно в этом вопросе. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Спасибо.